Пожалуйста. Добрый день. Дети– наше будущее. И от того, как мы их вырастим и воспитаем, зависит наш завтрашний день. Основной проблемой детей в условиях крайней сферы– это нехватка витаминов. Отсутствие солнца почти полгода. Соответственно, много всевозможных заболеваний. Надо рассмотреть возможность для субсидирования или полной оплаты детям республики отдыха на море. По моему мнению, в бюджете на это есть деньги. Для примера, вместо строительства государственной филармонии все дети-сироты республики могли отдыхать раз в год на море в течение 90 лет. Торжественно объявляли, что Якутии дали в пользование санаторный комплекс Крыму, но кто в нем отдыхает, неизвестно. В 2021 году заключили соглашение на строительство детского лагеря в Приморском крае. В 2023 году опять подписали такое же соглашение, но дальше соглашение дело не идет. Построенный комплекс на Багинском мысе за 500 миллионов планировался для реабилитации детей-инвалидов, а на деле дом приема делегаций. Многодетным семьям, согласно Земельного кодекса Российской Федерации, положен земельный участок. Ко мне обратилась многодетная мама, и я помог, мы подготовили заявление на главу города, но с мэрии пришла очередная отписка. Будем дальше помогать, и мы добьемся результата. Как может быть, что в самой большой республике по территории нет земли для многодетных? Тем не менее, все помнят, как один многодетный депутат оформил земельный участок в зоне лесов и построил на нем автомойку. Так закон для всех или только для приближенных? Достали, господа, выбирай, товарищи. Прошу вас проголосовать за Коммунистическую партию Российской Федерации.